20 апреля состоялась встреча представителей администрации Галского района с жителями села Бгоура. В ней приняли участие начальник управления сельского хозяйства Беслан Бигвава, начальник налоговой службы Роберт Чиба, представитель лесхоза Зураб Дагаргуля и главный агроном района Лери Шониан. Беслан Бигвава попросил сельчан поднять наболевшие и волнующие для села вопросы. Он отметил, что никаких задолженностей у села нет, все налоги оплачиваются своевременно. На сегодняшний день за гектар земли крестьянин платит вместо 2250 1225 рублей. Беслан Бигвава добавил, что администрация также по мере возможности старается помочь малоимущим семьям. Начальник налоговой службы Роберт Чиба затронул вопрос о договоре аренды земель. Пока договор не заключите с главой администрации, эти земли самозахватом считаются. Выше приусадебные все земли, которые вы имеете, вы должны приходить к главе администрации села, заключить договор. И вот там будет написано ставки налогов. Будет многолетнее насаждение, будет однолетнее. Вот в вашем договоре вы ежегодно будете платить. Самый наболевший вопрос для сельчан – оплата за электроэнергию. Если раньше единым тарифом платили 400 рублей, то с его изменением приходится платить в трехкратном размере. Беслан Бигвава в свою очередь напомнил, что в таком случае необходимо установить счетчики и платить по их показателям. Есть некоторые люди, что только один сотен дом получает, 4 рабочих, 3 пенсионеры. 1500 рублей очень много. Что касается электричества, за свет, да, цена чуть-чуть поднялась. По-моему, это не то, что в нашем районе, а по всем районам Абхазии. Тариф единый. Жителей также интересовал вопрос о помощи сельскохозяйственной техники для пахотных работ. Бигвава объяснил собравшимся, что необходимо обратиться к главе администрации села, который подаст заявку в МТС Гала. В этом году пахота 1 гектара земли крестьянину обойдется около 4000 рублей. В нашей деревне работы ведем, мы достаем балласт с речки, засыпаем своими силами и проселочные дороги как-то стараемся что-то чем-то помочь. Ну, пока и возможностей не хватает, и финансово, и физически. Пассивные уже идут работы, очень много территорий вспаханных под однолетние растения, под кукурузу. А так в основном все, больше ничего, и орехи. Не обошли и проблему видов на жительство и паспортов. Беслан Бигвава попросил жителей обратиться в паспортное отделение Галского района и посмотреть списки готовых к выдаче документов, поскольку спустя определенное время документы могут аннулировать. Если не берете, 6 месяцев пройдет, она аннулирует, чтобы вы знали. Без вас, если у вас документ там есть, вам никто не даст. Пока личность человека там не будет присутствовать, того список, имя, фамилия, она никому не даст начальник паспортного стола. Ни главе, ни вам, ни самому надо быть. Главный агроном Галского района Лери Шони также заинтересовался вопросом перевода земель в иные категории после инвентаризации. Интересно было бы вообще, вы эти земли категорию перевели в курс или глава платится за это налог. Но придет сюда обратная комиссия, но уже так не придет, уже будут по-другому, уже будут пени, уже будут штрафовать эти люди. Если вы вырезали, скажем, орех убрали, уже там кукуруза растет, хотя бы он должен знать, и он категорию меняет. Но он не может это сделать, скажем, в марте. И потом, чтобы вы не платили, он должен знать заранее, потому что он должен представить налоговый. Какая разница? Налоговый, это планируется бюджет, и это отражено там. Потом, как мы хотим это поменять, то туда включить так не получается. Лери Шони также доставил в село Бгоура 100 литров пестицидов для обработки растений против грибковых заболеваний. По поручению главы администрации приехали сегодня, вот в данный момент, сейчас пока еще идет совещание, мы с собой принесли лекарства против грибковых заболеваний. Но, конечно, сейчас не скажу, что полностью село может охватить, но так как нам тоже дали его так ограниченно, мы постарались разделить это по всем селам поровну, чтобы как бы каждому что-то хотя бы досталось. И 100 литров лекарства принесли против клопа и грибковых заболеваний.
также будут отданы всем селам Гальского района. Проблем в районе очень много, начиная с сельского хозяйства и заканчивая проселочными дорогами. Но администрация района и руководство страны делают все возможное, чтобы постепенно их решить, сказал Беслан Бигвава в завершении встречи с жителями села. Нана Абшилава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.